Многие привыкли считать, что один из самых популярных видов спорта футбол не женское дело. Своим выбором, своими успехами, всей своей жизнью убеждает нас в обратном наша с вами соотечественница, лучшая российская футболистка, вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Эльвира Тодуа. Мы беседуем с Эльвирой, причем мы с Эльвирой не обговаривали вопросы. Более того, Эльвира не знает, кто еще выйдет с нами на связь по скайпу, чтобы поддержать ее. Эльвира, добрый день. Здравствуйте, Да, здравствуйте. мы с вами вопросы никакие, кстати, не обговаривали. И не обговаривали вопрос о том, кто придет на эфир, конечно, по скайпу. Мы то есть, работаем в скайповом формате. Человек, который сразу же согласился поддержать вас в эфире. Как вы думаете, кто это может быть? Вы его видели сейчас в эфире? Да, я его вижу. Узнали? Но, если честно, не особо. Не узнали. Абхазский, советский, российский, скажу так, вот футболист, который вместе со своим братом Русланом начинал свой путь в большой футбол в 1991 году в Сухумском «Динамо». Это Беслан Аджинджал. Я уже поняла, да. Нет, лицо знакомое, просто... Беслан Аджинджал, да, мы знаем, что вы не очень хорошо знакомы, но встречались, виделись, наверное, один раз, но, скорее всего, вы знаете друг друга заочно. Беслан, добрый день, пожалуйста, покажите Беслана. Да, добрый день, Эльвира, добрый день. בזילה שעבית אלווירה בסלנגי תפשעני חחופש שחרחת גלז פטורוקצן חרגי חקצן שחת גלז זחנה шамбейщики корцует шухах год мана скайпала шахбаб. Вот, Беслан, большое спасибо. На самом деле мне было очень приятно, что когда я сказала, что моей героиней будет Эльвира Тодуа, вы сразу же согласились принять участие в нашей беседе, в нашем эфире. Мне очень приятно, что вот именно вот такое отношение, кстати, когда люди в одном мире, в одной отрасли, бывает, что не так особенно поддерживают друг друга, а тут, можно сказать, приятно меня удивили. И поэтому нашу беседу, кстати говоря, Эльвира, сегодня я хочу начать даже не с вас, я хочу задать вопрос, самый-самый такой, значит, наверное, важный в этом случае, в связи с тем, что Эльвира занимается женским футболом. Вопрос Беслану. Ваше восприятие женского футбола и вообще, как вы думаете, мужчины, футболисты, как относятся к женскому футболу? Как сказать? Наверное, я думаю, что для Эльвиры и для всех любителей футбола, наверное, не будет каким-то секретом, если скажем, что, наверное, именно к женскому, именно, я не знаю почему, именно к футболу, к женскому, наверное, люди относятся, не могу сказать, что негативно, наверное, без той доли уважения, которая есть к мужскому футболу. Даже не уважение, а фанатизм, какой есть к мужскому футболу, этого фанатизма нет в отношении женского футбола. Это результат стереотипов, может быть? Я думаю, что да. Все-таки, знаете, мы все относимся к любому другому виду спорта, в котором участвуют женщины, наверное, не так, как к футболу. Почему-то мы все думаем, что футбол сугубо мужской вид спорта. Как доказывает Эльвира, как показывает жизнь, наверное, это не совсем правильно. Поэтому я с большой гордостью, с большой радостью хочу сказать, что такая спортсменка, наша соотечественница, как Эльвира Тодуа, ежегодно уже на протяжении, наверное, очень большого количества лет, очень большого количества времени доказывает, что футбол могут играть как мужчины, так и женщины, причем играть хорошо. Умница, очень приятно это слышать. И на самом деле, почему
Я сегодня решила сначала пригласить Эльвиру, а потом вот Беслана, потому что все-таки Беслана в Абхазии знают больше, и Беслан больше, скажем так, присутствует в жизни Абхазии, и Беслан, и Руслан, значит, и было время, они старше по возрасту, понятно, когда вся Абхазия следила за их футбольной карьерой, и очень многие молодые ребята, наверное, подражали вам, и поколение, вот ваше поколение немножко помладше, конечно, они вас знают очень хорошо. Вот, и я хотела несколько слов рассказать вот об Эльвире, тоже в таком, чтобы не надоедать самой Эльвире прежде всего, в телеграфном стиле, скажем, вот так вот ее биографию, некоторые штрихи. Эльвира родилась в городе Ткорчал, она знает, что такое блокадный Ткорчал, она знает, что такое война, и после войны в очень тяжелое для Абхазии время мы знаем, что многие пытались каким-то образом выжить, и им приходилось даже выезжать из страны для того, чтобы взрослым, чтобы помочь своим детям. И так получилось, что семья Эльвиры тоже оказалась в Российской Федерации. И именно вот там вот 7-летняя девочка постепенно приобщилась к футболу. Насколько мне известно, конечно, из-за интернет-ресурсов, была некая случайность в том, что она попала в юношескую команду и начала играть в футбол. Это до того, как она оказалась потом в сборной Новочеркасска, потом уехала в Краснодар, вот, и для того, чтобы попасть в женскую команду «Кубаночку». Конечно, наибольший успех это, наверное, вообще-то настоящий старт такой большой футбол у вас начался в 2003 году, как я понимаю. А дальше, конечно, вот и игра против Португалии, по-моему, за европейское чемпионство, если я правильно все это говорю. Достаточно серьезная такая вот футбольная карьера, и сегодня, конечно, ее знают многие, не только в России, но и в Европе тоже. Я хотела бы у Эльвиры вот по поводу детства, которое у нее разделилось, так получилось, до войны, во время войны, после войны. Не хочу спрашивать, вот задавать уже те вопросы, которые вам приелись, обо всем абсолютно, о своем детстве, Ткорчале и так далее. Единственный мой вот такой локальный вопрос вот во время войны. Вот какова была ваша реакция на реальность, вот, которая в это время вас окружила, и взрослые ваши родители смогли ли как-то оградить вас вот от того, что происходило в это время в блокадном городе, который обстреливался все время? Я думаю, что по максимуму каждый из родителей старался оградить, но оградить было сложно, потому что, ну, как бы война есть войной. Вот, сознание какое? Сознание детское. И хорошо, что оно было детское, потому Боялись? что психологическое, психическое восприятие было, как бы, наверное, такое на низком уровне, что потом, как бы, вследствие в жизни не повлияло на какие-то отклонения. Я думаю, что у многих детей и даже взрослых людей по этому поводу есть какие-то и проблемы, и отклонения, и все равно как бы Но война можно сказывается, сказать, и что мои вы были родители... маленькой, и вы не боялись, вот ощущение вот Нет, серьезно нет, вы не знаете, это, было. наверное, было, ну, как бы это была реальность, ты понимала, потому что ты в любом случае живой человек, как и все, но это было, наверное, все-таки как-то, как будто, знаете, как у тебя как будто какая-то роль в фильме каком-то, Да. вот, ну, в моем понимании. Брат у меня уже постарше был, вот, на 3 года, у него уже немножко другая реальность была, как бы, вот он больше где-то уже понимал, где-то больше у него такого страха было. Девчонки в детстве, мы знаем, да, вот это разное поколение, наверное, девчонок, они пытаются играть в футбол, кстати, гоняют мячи с мальчиками и так далее, и никто в этом ничего странного вроде бы сначала не видит. По мере взросления уже девочек сразу же мы оказываемся в плену определенного стереотипа, почему она с мальчиками, она уже большая, зачем она гоняет мяч и так далее. И поэтому вопрос обоим, но я немножко разделю, потому что, видимо, одна была ситуация у Эльвиры, отношение родителей должно быть, оно было стереотипным, стандартным, как и у всех. А вот когда вот Беслан
э, выбрал путь, значит, в футбол, должно быть, отношение родителей было другим. Или ваши родители тоже сопротивлялись? Мне хочется рассказать о том, как вот на ваши футбольные пристрастия отреагировали ваши родители. Пожалуйста, Эльвира. Ну, я уже рассказывала много раз эту историю, это, наверное, самый эпичный момент в моей карьере. Мама, естественно, хотела, чтобы я занималась танцами. Мама меня закрывала дома, уходила за хлебом, приходила вся в мыле, и, ну, естественно, потом со временем мама вычислила, выдумывая истории о том, что там очередь была, хлеб поздно привезли, ну, все в таком роде. Но она потом, к счастью, смирилась, и сейчас отцу и брату говорит спасибо, что не дали испортить жизнь ребенку, карьеру. Вот, а То так, есть да, со всеми, они как поддержали, говорится, да? Брат и отец стереотипами. поддержали. Ну, да, но брат мне приходилось, потому что во времена, когда блокада была в Творчале, ну а что, вот кто оставался из детей в то время по месту в городе, мы бегали, играли, естественно, ну, девочки с мальчиками, а что оставалось? Ну, и мальчики что? Ну, иди в ворота постой, девочка. Я вот, вот так вот, видимо, как-то привилась, и я не знаю. Вот потом Ну я да, в Ростов, когда в Ростовскую область, Новочеркасск переехали, уже тренер по доле, как говорится, судьбы, случайно пришла 1 сентября в ДЮСШ с братом, где он занимался. Им не хватило несколько игроков, а ребята знали со двора, что я играю. Ну и тренеру предложили, говорит, Эльвира может сыграть за одну команду. Ну, я 2 мяча забила, после чего ко мне он подошел и сказал, если ты хочешь со своим возрастом, ты можешь оставаться, приходить, заниматься. Ну, вот с этого все, как говорится, пошло и поехало. такая счастливая случайность. Но вы говорите, что вы это рассказывали, но дело в том, что я читала интервью ваше, вы на самом деле об этом там рассказываете, но на телевидении этого не было, поэтому для многих это будет вот такая совершенно новая история, которая связана с вами. Сейчас я хотела бы обратиться к Беслану, вот услышать ответ на мой вопрос. Это был один из самых любимых моих учеников, но так получилось, что вот ни в науку, ни в историю, ни в юриспруденцию мы пришли в футбол. Как это случилось и как семья реагировала? Но в Абхазии-то вообще все любили футбол. У нас с братом все было не так сложно, как у Эльвиры, наверное. Наши родители, для них самое главное, чтобы мы росли здоровыми. Энергии было много, как вы понимаете, в детстве. И лишь бы ее куда-то направить в правильное русло. Они нам, естественно, ничего не запрещали. Мы занимались футболом в спортивной школе, бегали в футбол, играли во дворе, бегали в футбол, играли в школе. И поэтому, наверное, логично, что мы пришли к тому, к чему пришли. Стали заниматься этим регулярно. Потом, естественно, мы выросли, пригласили в Сухумское «Динамо», подписали профессиональный контракт. И, наверное, тогда вот мы и поняли, что все это для нас серьезно. Ну, а дальше, я думаю, что вы, наверное, знаете, как все было. Да, вот интересно, мне часто приходится слушать всякие истории, вот, например, про фигуристов, да, или про фигуристок известных, знаменитых и так далее, и часто они рассказывают о том, какие силы, какие усилия вложили или приложили родители, не только вот сами, когда они были детьми и начали заниматься, и рано пошли заниматься фигурным катанием, но родители, которые их вели, родители, которые все для них сделали, и просто удивляешься, какой это был титанический труд со стороны и детей, вот, значит, да, которые практически были лишены детства, да, и родители тоже. Вот интересно, насколько, как много вы занимались вот футболом, тренировки, они были утомительные, или как это происходило, или это настолько вам нравилось, что вы не уставали, а родители, насколько они могли поддержать все это? Ну, естественно, в юношеском возрасте это гораздо все проще протекало. Когда ты занимаешься в ДЮСШ, у тебя тренировка после школы. Ну, как бы особо не замечали, потому что я занималась еще баскетболом, дзюдо, как раз гимнастика, ходила на кружок лепки, на танцы на эти, чтобы мама от меня отстала. Вот. А потом, когда я попала в профессиональный спорт, конечно, ты там уже гораздо больше времени на это уделяешь, и у тебя профессиональные тренировки, которые
занимают у тебя и тратят гораздо больше сил и твоих физических, потому что на профессиональном, как говорится, поприще нужно работать максимально много, упорно, чтобы чего-то добиться, поэтому это как бы стало неотъемлемой частью, это даже не работа, это жизнь твоя, вот, ну, ты на это тратишь, вот, по сей день я трачу на это большее количество времени свое. Не жалеете, правда же? Нет, не жалею, футбол невозможно не любить, поэтому... Эльвира, вы все время говорите о том, что мама ваша хотела, чтобы вы танцевали. Интересно, когда вы стали постарше, вы у нее не спрашивали, почему именно танцы и какие танцы она хотела, чтобы вы танцевали? Мама занималась балетом, но я не думаю, что она хотела, чтобы я занималась балетом. Мама просто хотела, чтобы я какими-то девичьими вещами занималась, какими-то кружками, связанными как раз, которые непосредственно для девочек. Вот. А папа относился спокойно. Маму понять можно, потому что я девочка. И вот, в принципе, как бы стереотипы в России по сей день, та нераскрученность, то неправильно поданная как бы всеми СМИ, про женский футбол, о том, что это не женский вид спорта. Нет, это такой же женский вид спорта, его также нужно внедрять, а также о нем рассказывать, чтобы к нему спокойнее относились. У нас в России, вот, да, в Российской Федерации, естественно, как бы и в Абхазии, потому что это Кавказ, девушка там создана для того, чтобы охранять очаг семейный, как бы быть матерью, все вот в таком роде. И здесь тоже в России это, наверное, где-то больше небольшой такой мужской шовинизм. Стереотип о том, что девушка должна вот это, грубо говоря, как ты девушка, иди борщи вари. Вот где-то, наверное, с этой точки зрения. Но я думаю, что в скором времени и в России уже, и дай бог, в Абхазии к этому придут и поймут, что это просто вид спорта. И человек вправе выбирать то, что ему нравится. Да. И он по-своему тоже красив. Да, Эльвира, все же я думаю, что мы все-таки уже выросли из того состояния или уровня общества, когда говорили на самом деле, зачем девушке все это, ей надо там мамалыгу варит или фасоль варит и так далее. Вот это я по поводу борщей, которые вы сейчас сказали. Конечно, уже другое отношение насчет образования и так далее. Сейчас, конечно, у нас не дискуссия, но что касается футбола, я согласна, что на самом деле стереотипное мышление, оно имеет место и сегодня тоже. Теперь вот на этот же вопрос хочу, чтобы отреагировал Беслан. Вот о своих тренировках я кое-что так смутно помню. Ну, если говорить о раннем детстве, то не могу сказать, что что-то для нас было сложно. Это было то занятие, которому мы отдавались, я не знаю, 24 часа. Ну, может быть, не 24 часа. Мы оставляли какое-то время на сон, но все остальное время мы с братом занимались футболом. После того, как подписали профессиональные контракты, естественно, как вот правильно говорит Эльвира, естественно, всему этому ты уделяешь все свое время. Это тренировки, это сон, это питание и все остальное. Иначе просто невозможно добиться чего-либо в этой профессии, если ты не будешь к ней относиться максимально серьезно. И все то, что говорила Эльвира, я абсолютно под каждым ее словом подписывалась, это действительно так. Потому что это та среда, она очень конкурентная среда, в которой, если ты не будешь соответствовать, естественно, ты просто, можно, ну, грубо говоря, вылетаешь из этой профессии, ну, или будешь играть на уровне там ниже. Ну, Беслан, это взрослое понимание, взрослое понимание. Сейчас все, что вы говорите, все правильно и все очень симпатично. А в том возрасте было понимание того, что надо выкладываться, иначе здесь трудно пробиваться? Пока ты, да, как я уже говорил, пока ты маленький, наверное, ты до конца этого всего не осознаешь. Тебе нравится, ты получаешь определенные эмоции, ты любишь это все. И вот как Эльвира, вот она сказала, знаете, футбол, если попал вам в кровь, очень тяжело от него избавиться. И мы именно были, и наши тренеры, естественно, были именно теми людьми, которые привили нам вот эту любовь к футболу. И потом во все это вот вылилось во все то, во что вылилось, скажем так. Да, ну в вашей жизни было так много матчей, ну, если не ошибаюсь, до 600, наверное, да, вот матчей, игр. Да, наверное, да. Я сейчас не знаю точно сколько, но мы
И вот у меня 24 профессиональных, 24 сезона, 24 года я профессионально занимался спортом, а брат, он занимался еще дольше, чем я. То есть у него еще больше профессиональных сезонов, скажем так. Поэтому, да, у нас на самом деле было очень много всего этого. Ну, видимо, потому что мы очень любили это дело. Ну и здоровье, естественно, позволяло. Но при всем этом, при том, что вы так много отдали спорту, футболу, вы остались читающим? Да, да, безусловно. Да. У нас мама преподавала в В школе, школе, и ага. не могу сказать, что заставляла, как-то она нас к этому ко всему подталкивала, и вот мы, конечно, очень любим и читать. Ну, наверное, вы помните, все-таки я ваш ученик. Да, я помню. Все ушло замечательно, так что говорят, что талантливый человек, талантлив во всем. Беслан, а сейчас у меня вот такой вопрос. Вот на какие качества Эльвира, вы вообще ее игру или игры ее смотрели? Вообще знаете ее игру? На какие качества вы обратили бы внимание? Вот Конечно, она конечно, как я смотрел. вратарь, вот какая она, какая там у нее техника, на что вы обращаете внимание? Вы знаете, да, я отвечу сразу, я смотрел, как играет Эльвира, и не один раз. И мне очень нравится. У нее, знаете, какой стиль? У нее мужской стиль. На мой взгляд, у нее мужской стиль, но при всем при том она очень мягкая. Ну, это такие вот профессиональные штрихи, о которых, может быть, понимает Эльвира, понимаю я. Она человек южный, и у нее техника, Мгм. именно футбольная техника, она, на мой взгляд, очень южная. И, может быть, Эльвира не помнит, но думаю, что помнит. И некоторые, я думаю, что болельщики тоже помнят. Эльвира даже играла в одном матче за сборную Абхазии, за мужскую команду. Ну, такое нельзя забыть, и я хочу Ой, поздравить, да. Разве можно такое забыть? это У меня даже интересно. есть фотография с Вот этой об игры в этом я точно сборной не знала. Абхазии. Да. Вот у нас был какой-то матч, это было давно на самом деле, мы еще сами были футболистами с братом. Это был первый матч, да, когда сборная Абхазии играла, я помню, с дублем Кубани. Договорились тогда. Да. Мне уделили 20 минут игрового времени, это была полная феерия на стадионе, когда вышла девочка среди мальчиков играть. Это было Причем успела запоминающее. проявить себя. Она успела себя проявить даже в то небольшое время, которое ей предоставили. Это было на самом деле очень необычно. Для меня, во всяком случае, я так оборачивался, я был на поле, я так оборачивался, смотрю, там девушка стоит. Очень это непривычно и необычно. Но, знаете, ее очень тепло приняли, потому что наша абхазская спортсменка, и мы все очень ею гордились. Поэтому можно только радоваться тому, что у нас есть такой спортсменка такая, на самом деле очень титулованный спортсмен, которая добилась очень больших высот своей профессии. Если бы мы говорили сейчас о спортсмене, мужчине, мы бы, наверное, по-другому говорили. Но поверьте мне, то, чего добивается она, может быть, она находится здесь, не хочется там ее слишком сильно хвалить, хотя Правильно, не надо. она человек взрослый, и она, я думаю, Наоборот, адекватно относится к приятно, потому себе. что мы не так часто друг другу говорим такие слова, очень ценные. Она очень большой спортсмен, поверьте мне, она очень большой спортсмен, и все то, что она делает, все это очень непросто. И не каждый спортсмен, не каждая спортсменка может добиться того, чего добилась она в своей профессии. Ну Я да. хочу добавить, можно? Я хочу сказать спасибо большое, мне очень приятно. Вот, на самом деле, я так не считаю, и всегда есть к чему стремиться. Я хочу сказать, меня сделало то, кем я есть, именно как раз-таки моя республика, моя Абхазия, моя Апсны, которую я очень люблю. И прежде всего, несмотря на то, что я живу, играю за Российскую Федерацию, как бы вот у меня есть татуировка картой Абхазии. Это первое, о чем я помню, и я очень горжусь, что я родилась в Абхазии. И у меня не столько времени, я бы приезжала туда гораздо чаще, гораздо больше. К сожалению, спорт таков, что просто нет возможности. Я очень люблю. У меня там родители, родственники, бабушки, дедушки, дяди, тети, поэтому очень хочется побольше времени, чтобы приезжать домой. Вот, не иначе, как дом для меня, моя республика.
Да, это очень приятно. Ну вот попробую повторить известную такую крылатую фразу из «Кавказской пленницы». Красавица, умница, спортсменка, да? Все это к Эльвире можно адресовать. Еще какая спортсменка, футболистка, лучший вратарь 4-го, 5-го, 7-го, 8-го годов, по-моему, вратарь сборной России имеется в виду. Вот. И сейчас вот у меня вопрос, конечно, ответы, я понимаю, что они будут разными в силу того, что кто-то этот путь уже практически завершил, и он в другом качестве в этом же футбольном мире. А вот кто-то, кажется, пока еще не завершил, если не ошибаюсь. Эльвира, вот в 2021 году, вот совсем недавно, в апреле, вы играли, насколько я знаю, в сборной России против Португалии, да? Да, все Да, правильно. Да, это да, были стыковые матчи, ключевые матчи за выход на чемпионат Европы, а, финальную часть. ага. Что еще не случилось и о чем вы мечтаете? Но каждый спортсмен мечтает максимально. Конечно, бы мне хотелось бы сыграть на чемпионате мира взрослым, на женском, детском, ну, молодежном я играла. Молодежный чемпионат первенства Европы я выигрывала. Чемпионом России много раз становилась. Кубок России у меня есть. Обладатель многократный там лучшего вратаря в Европе, в России, единожды в Европе. Вот, как бы у меня есть. Конечно, мне бы хотелось. Самое главное для спортсмена это что Олимпийские игры. Но, к сожалению, отбор в Европе очень жесткий по футболу для попадания на Олимпийские игры. Поэтому в сентябре месяце начинаются отборочные игры чемпионата мира, куда мы хотим и будем стараться попасть. И я думаю, что если все получится, Удачи я вернулась вам. играть в сборную после небольшого промежутка отсутствия сборной. Вот, дай бог, что мы пройдем хорошо отборочный цикл чемпионата мира, попадем на чемпионат мира, и еще одна мечта, еще одно достижение, как для спортсмена, у меня сбудется. Но Олимпийские игры, наверное, уже это не особо осуществимо, потому что уже и как для футбола возраст, и туда очень жесткий отбор, вот, поэтому... А так спортсмен всегда мечтает о максимальных, я думаю, Беслан мне поддержит, подтвердит. Конечно, спасибо большое. Беслан, наверное, уже на тренерской работе, да, я так понимаю? На тренерской? Да, и он, и брат. И, Руслан, чем вы сейчас занимаетесь? Мы, естественно, не расстаемся с футболом. Мы, наверное, логическое продолжение нашей футбольной жизни. И брат, и я посвятили свою жизнь тренерству, и, естественно, хотим продолжать. Видим себя в этой же профессии, только в другом качестве. Совсем недавно я еще возглавлял национальную сборную Абхазии, был главным тренером национальной сборной Абхазии. В прошлом году сложил в себя эти полномочия, там работает замечательный тренер Беслан Губля, мой бывший помощник. Поэтому сборная, можно сказать, в надежных руках. К сожалению, только из-за пандемии у нас стало не так много соревнований, можно сказать, что их совсем нету, если мы говорим о национальной сборной. Вот как-то, если я ответил на ваш вопрос. Да, вот скажите, Беслан, вот футбол, всем вспоминается Сухумское «Динамо», да? Какую атмосферу эта команда в свое время создавала в республике, она объединяла всех и прочее, прочее. Футбол может быть национальной идеей, вот скажем, для всех или для молодого поколения вот, в Абхазии? Я думаю, что в глубине души вы сами знаете ответ на этот вопрос. Потому что, да, безусловно, может быть национальная идея, может быть, футбол может быть тем, который объединит вообще всех людей. И он, в принципе, это и делает. Ведь вы посмотрите футбольные стадионы. Вот сколько... Вы знаете еще какое-нибудь действие, не знаю, любое событие, которое может собирать стадион, на котором помещается 100 или даже больше 1000 человек. Я думаю, что сейчас вы мне не назовете, и нет такого. Поэтому футбол является именно тем, который может всех людей на любой планете, независимо от его там вероисповедания или, не знаю, политических взглядов, все что угодно, цвета кожи и так далее, может объединить. В Абхазии возможно возрождение футбола?
Конечно, конечно, возможно возрождение футбола именно, если мы говорим именно об Абхазии. Этому просто нужно уделять время. Очень много времени. Все это возможно. Вы говорили о Сухумском «Динамо», я с Да. вами полностью соглашусь. Сухумское «Динамо» — это там 70-е, 80-е, 90-е годы, начало 90-х годов. Это, знаете, это то, что двигало футбол вперед. Да. Он являлся определенным ориентиром, к чему мы все стремились. Все мальчишки во дворе, я думаю, это был для нас, знаете, как символ того, к чему нужно стремиться. И мы тоже, нам посчастливилось, мы попали в Сухумское «Динамо», будучи еще учениками в школе. Это осуществление вообще просто мечты. Ну, согласна, да, я тоже думаю, что я вот понимаю наши все обстоятельства, объективные, все трудности, сложности и так далее, но, конечно, в глубине души каждый из нас мечтает, чтобы у нас была сильная команда, за которую болела бы вся молодежь и вся страна. Это тоже, в принципе, вот я почему говорила о национальной идее, это очень важно, это очень консолидирующая вещь. Чем вы обязаны футболу? Вы футболу отдали очень много, вы понимаете, вся ваша молодость в футболе. Что, футбол закаляет Это- характер. Да. Ага. Футбол тебя делает человеком прежде всего. Вот, футбол дает тебе чуть раньше, как говорится, ты становишься взрослее, ты вырастаешь гораздо быстрее, становишься самостоятельным во всем. Вот. Ну, в принципе, как бы футбол, если говорить о том, что это как бы моя жизнь, говорю за себя, как бы то футбол в мою жизнь внес все краски, все прелести, потому что, я же говорю еще раз, я занимаюсь любимым делом по сей день, поэтому это то, что делает меня той, кем я есть, наверное. Да, то есть вы самореализовались именно здесь, Да, вот, и в полной самореализация как человека, как личности. всего. Да, наверное, я Что вы соглашусь, скажете? конечно. Ага. Эльвира, и футбол — то, что тебя формирует. Формирует тебя как личность, как человека. Футбол, может быть, несколько пафосно, но футбол для нас, для спортсменов, для футболистов, для людей, которые этим занимаются, футбол — это все. Абсолютно все. Ты отдаешь этому большую часть своей жизни. Наверное, самую большую часть своей жизни. Ты все время думаешь о нем, ты все время говоришь о нем. Люди тебя знают только благодаря тому, что ты добился чего-то в футболе. Я думаю так, поэтому если я говорю, что футбол — это все, наверное, я не кривлю душой. На самом деле, вот как-то так, вот, наверное, если Спасибо. Спасибо большое. А вот если говорить, насколько возможно, честно, тоже вопрос адресую вам обоим. Вот что ждет женский футбол на самом деле, вот искренне, если вот говорить, что вы думаете о перспективах? Он будет более раскручен, востребован? Что его ждет женский футбол? Скажу, как непосредственный участник этого действия. Вот, с тем, что происходит сейчас в Российском футбольном союзе, в Российской Федерации, это очень-очень огромный рывок в плане развития. Женскому футболу стали уделять, ну если не первое, то очень-очень высокое место привлечение медиа, раскрутки, и как бы волей-неволей пришли к тому, что произошло в Европе, во всех странах. ФИФА заставила Российскую Федерацию развивать женский футбол, популяризировать, говорить о том, что это просто тоже красивый вид спорта, в котором могут заниматься девушки, в котором нет каких-то мальчики и девочки. Это такой же вид спорта, как баскетбол, чтобы его воспринимали также волейбол, гандбол. Потому что, когда смотришь эти виды спорта, ты не воспринимаешь, что это женский или не женский вид спорта. Вот. Семимильными шагами женский футбол двинулся в развитие в Российской Федерации. Я думаю, что в скором времени, совсем в ближайшее время, женский футбол в Российской Федерации выйдет на очень высокий уровень и будет также популярен. Может быть,
менее финансово как бы популярен, как в мужском футболе. Но он будет также популярен, и к нему будут относиться уже по-другому. Стереотипы поломают. Вот, и я думаю, что свершится то, о чем я еще мечтала ребенком, что женский футбол будут смотреть, не будут хаять, будут говорить только приятные вещи. Ага, мы тоже надеемся, что ваши прогнозы, ваши мечты и желания в этом ключе сбудутся. Беслан, что бы вы хотели добавить? Женский футбол, его судьба. Да, я думаю, знаете, что такие стереотипы и такое отношение именно к женскому футболу только в России. Ну и на постсоветском пространстве. Если посмотреть на Европу, если посмотреть там на страны там, Латинской Америки или Соединенных Штатов Америки, там он очень развит. Вот я не помню, где-то в году, наверное, в 2004 мы были в Испании на сборах. И там в Испании было порядка 8 или 10 команд молодежных сборных, женских молодежных сборных. Вы не представляете, сколько народу приходило на футбол. Именно на женские команды. Естественно, мы тоже приходили, смотрели. Конечно, для нас все это немножко, на тот момент, наверное, все это немножко как непривычно. Не могу сказать, что дико. Естественно, мы знали о том, что женский футбол есть. Но в Европе, в Америке к нему относятся совершенно иначе, нежели в России, в Абхазии и вообще на постсоветском пространстве. И здесь я соглашусь очередной раз с Эльвирой, что все эти стереотипы, они будут сломаны, потому что очень большое внимание Российский футбольный союз уделяет развитию женского футбола. Сейчас футбольные клубы не могут получить лицензию, если у них нет женской команды. Таким образом, они способствуют тому, чтобы женский футбол развивался, женские команды развивались, девочки занимались футболом. И чтобы, там, не знаю, лет через 5, вот этот вопрос, о котором мы с вами сегодня вообще говорим, и который мы с вами сегодня поднимаем, чтобы он больше никогда не поднимался. Спасибо большое. Вот интересно было бы, если бы однажды, и желательно, чтобы это время не затянулось, Эльвира и Беслан, чтобы вы приехали в Абхазию и дали, вот если это возможно, мастер-класс. Это возможно вообще? Что касается меня, это мастер-класс, да. Вот, что касается Эльвиры, ей сложнее, потому что она все-таки профессиональный футболист, и профессиональная карьера. И я понимаю ее прекрасно, ее деятельность ей не позволяет приезжать в Абхазию так, как ей хочется. Что касается меня, я очень часто в Абхазии, можно сказать, последний год я вообще все время был в Абхазии в связи с пандемией. Поэтому здесь никаких сложностей. Да, это было бы в общем, очень ждут только Эльвиру. На самом деле Эльвира тоже может подгадать, где-то найти, договориться и решить вопрос со своим футбольным клубом. Как это было тогда, когда мне посчастливилось поучаствовать в матче. Я думаю, что это не такая уж большая проблема. Просто нужно выбрать день, все это как-то подготовить, чтобы у вас все это было готово, потому что нет большого количества времени, дней. А если это все как-то подгадать, то это, в принципе, все реально. Нет ничего нереального, поэтому я только я с удовольствием приеду к себе на родину, еще и мастер-класс детям дам, я только за, поэтому. Да, очень интересно. Что касается нашего телевидения, с удовольствием мы всегда ищем интересный креативный материал, записали бы мастер-классы и Беслана, и Эльвиры, и надеюсь, у нас, в принципе, это получится. А сейчас вот, если я не задам этот вопрос, просто зрители тоже могут упрекнуть меня в этом. Все тут в Абхазии знают, что Беслан в личном плане, в личном счастье он состоялся, у него растут дети и так далее, и так далее. Эльвира, если это, конечно, не секрет, скажите, вы в личном плане решили уже судьбу свою или пока нет? Ну, как бы да, у меня сейчас все хорошо. Могу сказать, что вопрос с детьми у девушки-футболистки решается не так, как у мальчиков. Девочки все-таки это такое серьезное решение, и когда очень серьезная профессиональная карьера, то очень сложно выключить себя на 2 где-то года, потом просто тяжело возвращаться. Поэтому Эльвира все ведет к тому, что она закончит, и у Эльвиры все будет. Поэтому все хорошо. Вы еще молоды, мы уверены, что все у вас будет замечательно.
А сейчас, наверное, последний вопрос тоже опять-таки вытекает из того, что мы говорили, все-таки ниточка с родиной. Ну, Беслан чаще уже бывает в Абхазии. Эльвира, насколько я знаю, года 2 последних, да, вы не были в Абхазии. Вот. 3 даже, да. Да. Что вы о родине думаете, что вы чувствуете? Тянет сюда? Или, опять же, мне хочется, чтобы это было честно, потому что на каждом этапе вот у человека, ну, в принципе, бывает такой период у человека, когда ему как бы это не то, что так, как бы по барабану, нет, конечно, это жестко, я говорю, да, но он думает о других вещах, и к этому он вернется позже, когда начнется другой этап, и у него тяга к родине, она будет проявляться все активнее. А бывает наоборот, что этот этап уже наступил, ты уже не можешь вне Родины. Вот. Как описать ваше отношение к Родине или вашу тягу к Родине? Какова эта Моя ниточка? тяга к родине, мое отношение к родине, это, ну, если описать смайликом, да, как сейчас молодежь это делает в ТикТоках там или в мессенджерах, то это большое-большое, как говорится, сердце, да. Оно, в принципе, красное, но так как в Абхазии флаги все-таки цветом зеленым, оно зелено-красное, я очень люблю и очень хочу, и была бы у меня возможность, я приезжал бы каждый день. Вот, никогда, хоть и говорят никогда, не говори никогда, я никогда не забуду, я буду приезжать. Во-первых, это моя родина, во-вторых, мои родственники там, мои дяди, тети, которых я очень люблю, к которым меня тянет. У меня там друзья. И вот Беслан Губля, который я бы хотела передать через Беслана привет, ему обязательно большой передавайся. 100 лет с ним не виделись, тоже по той же причине. Удавалось ранее приезжать в республику, сейчас 2 года просто вообще никак, потому что пандемия. У спортсменов, у профессиональных у нас жесткие рамки, жесткие ограничения на посещение, на массовые, на вылеты, на выезды, чтобы не заболеть, чтобы не попасть в 2-недельный потом карантин. Все это очень-очень сильно усложняет и отягощает мое желание и пребывание в любимой республике. Я с Спасибо. удовольствием это сделаю, как только это будет возможно. Спасибо большое. Спасибо. Беслан. Ну, что касается меня, можно сказать, я никуда не уезжал. Я понимаю, о чем говорит Эльвира, когда занимался профессиональным футболом, когда был футболистом, естественно, мне тоже было сложно находить время и приезжать в Абхазию. Но хочу сказать, Эльвира, вам, что у вас появится очень много времени после завершения профессиональной карьеры. Дай Бог, пускай она продолжается долго. Дай Бог, чтобы у вас никогда не было травм. Но придет такой момент, я думаю, что вы это понимаете, и у вас будет масса времени посещать республику и заново для себя ее открывать, и людей открывать, и страну открывать. Поэтому от души вам этого желаю. Спасибо. Я вот надеюсь, что я наполнюсь этим временем, когда я уже завершу свою карьеру профессиональную, наполнюсь тем теплом и тем присутствием в своем городе, в своей республике, там, где мне тепло, хорошо, комфортно, и там, где меня любят, помнят и знают. Спасибо большое, спасибо вам. На самом деле 2 замечательных человека сегодня побывали у нас в гостях, и я думаю, что очень многих наших зрителей вы сегодня порадовали своей энергией и своим таким позитивом. И я тоже, кстати говоря, очень довольна общением с вами. И хочу в завершении нашего общения, нашей коммуникации сказать, что с Эльвирой я не была знакома абсолютно. Вот сегодня мы беседуем вот так вот открыто, а по телефону мы всего лишь познакомились, не более того. И после беседы у меня сложилось впечатление, что вы не просто замечательный человек, там, футболист там, в футбольном поле, но что вы интересная, очень серьезная, сильная личность. Вот, и это можно почувствовать и через экран тоже. Беслана, конечно, я знаю больше. Я хотела бы, чтобы наши подростки, наши юноши
равнялись на таких людей, чтобы их кумирами были именно такие люди. Я помню его совершенно молодым школьником, который завершал учебу в школе, и тогда он отличался тем, что он был абсолютно немногословным, но всегда вот в его молчании всегда чувствовалось, что там есть такая глубина, которая, конечно, раскроется в будущем. Я очень, на самом деле, счастлива общением с вами и благодарна нашей судьбе, что вы у нас есть. Это была Спасибо. Аргама Плюс, передача с нашими людьми, которыми мы гордимся. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я вас обнимаю, и всегда мы вас ждем в Абхазии. Спасибо большое, взаимно.